Мать, она готова принять ребенка таким, какой он есть всегда. А мужчина, он как бы рассматривает ребенка как продолжение своего рода, и мужчины, они как бы эгоистичнее, и для них важно, чтобы ребенок был сильным, особенно сын. Нет, вообще чувства стыда не было. Если честно, я вообще не понимаю, как можно стыдиться вообще своих детей, особенно если у ребенка какая-то особенность. Я считаю, что стыдиться надо, когда твой ребенок там по-хамски себя ведет на улице или там бросает мусор, проявляет жестокость к животным. Вот этого надо стыдиться. И я для себя изначально решил, что я не буду строить на них какие-то планы, потому что обычно планы родителей на детей – это нереализованные мечты родителей. Да. Папа хотел быть боксером, и теперь сына гоняет на бокс, а он, может быть, танцором хочется. Сейчас наша задача, моя задача моей жены – сделать максимально, чтобы ребенок влился в общество. Привет! Это очередной эпизод цикла «Мне не страшно», который Академия трех медведей пишет совместно с общественной организацией «Руда» и национальной сетью «Ранний старт». Именно они нам помогли найти специалистов и героев. Мы говорим откровенно о детях с аутизмом, о семьях, воспитывающих ребенка с особенностями развития, о специалистах, которые работают с детьми и их родителями. Меня зовут Зибота Джибаева. Сегодня у нас в эфире первый и пока единственный папа, который согласился рассказать на камеру. Это Умет Набиев. Здравствуйте, Умет. Добрый вечер, Зибо. Долго решались на эфир? Нет. Как увидел в Инстаграме объявление, сразу подписался. Серьезно? Да. Это в принципе, фактически, с одной стороны, это вызов, с другой стороны, это прям очень хороший пример. Угу. Не боялись бросить вызов другим? Во-первых, я не рассматривал это как вызов. Мне это оказалось как бы просто возможностью поделиться с людьми своим взглядом на эту ситуацию. На самом деле я сразу решился, как увидел объявление. Я не рассматриваю это как какой-то вызов, потому что считаю, что если у меня есть какие-то знания, какой-то опыт, этим надо делиться. Возможно, это поможет другим семьям, то есть искать помощь, обращаться в какие-то центры, не скрывать, не замалчивать свою ситуацию в семье. Скажи, как вы думаете, почему в таких ситуациях мужчины оказываются слабее, чем женщины? На самом деле я считаю, что мужчина не то чтобы слабее. Мать, она готова принять ребенка таким, какой он есть всегда. А мужчина, он как бы рассматривает ребенка как продолжение своего рода, и мужчины, они как бы эгоистичнее, и для них важно, чтобы ребенок был сильным, особенно сын. Вы посмотрите даже на игровых площадках, если ребенок от кого-то получает сверстников, мать что делает? Она его обнимает, жалеет и ругает этих детей. Отец что делает? Говорит, иди дай сдачи. То есть, я думаю, проблема больше в этом. Отцам тяжело принять слабости своих детей. Наверное. Вам тоже было чуть сложнее, чем вашей супруге принять? Я бы не сказал, что... Я человек действия. Когда супруга сказала, что у нас вот такой диагноз, у меня есть близкий друг, у которого тоже дочка с расстройством аутизма, и я сразу написал ему, поделился своей ситуацией, и он мне по полочкам все расставил, рассказал, что не пугайтесь, не паникуйте, ищите способы. Это все как бы можно откорректировать. То есть главное, не закрывайтесь, не паникуйте. Даврону сейчас 3,5 года. Ему 3 только исполнилось. 3. Да. И когда вы узнали о том, что у него есть особенность развития? Мы узнали об этом в прошлом году, вот где-то тоже зимой. Обратили на это внимание, потому что он не отзывался на свое имя.
То есть до 2 лет фактически, да? То есть вы не обращали внимания на то, что он не отзывается на имя или, может быть, еще что-то, что смущало вас? Он не отзывался на имя, не лепетал, вот, ну, как дети обычно лепечут перед тем, как начать разговаривать. У него так мало он вообще произносил звуки, не отзывался на имя, и вот где-то вот в этом возрасте, 2 года, нас начало это настораживать, и мы решили вот пройти диагностику. Мы знали, ну, я хорошо знаю руководителей роды по своим личным там, взаимодействиям, и вот мы сразу туда обратились, прошли там вот это тестирование, и нам сказали. Результаты уже есть за год, которые вот вы же сразу начали, как только прошли тестирование, сразу начали занятия? Ну, не сказать, что сразу. Мы, как и любой, наверное, родитель, мы стали искать второе, третье мнение. То есть ты сначала ищешь опровержение, потому что не хочешь это принимать. Мы обратились к известному одному логопеду, он посмотрел, сказал, что есть подозрение, то есть он не видит прям очевидно, но есть подозрение. Обратились еще к одному врачу, которая тоже не подтвердила, но сказала, займитесь развитием. То есть задержка развития есть. Аутизм это или нет, она не подтвердила. И как бы собрав вот эти несколько мнений, мы стали действовать. Сколько времени вам понадобилось, чтобы вот пройти все эти этапы, да? Сначала это как бы непринятие, шок, потом торги идут, и потом только принятие? Ой, так сложно сказать. Ну, с логопедом мы занимаемся, наверное, уже больше полгода. В роду стали ходить недавно, где-то с прошлого года. Ну, то есть вы сами для себя, когда осознали, что вот так вот, то есть как этапы, да, принятия у родителей идут. Сначала это шок, потом злость, потом торги, как это ты говоришь, что вот я сделаю вот так, и потом все изменится. Мы вот, как вам сказать, не обращали внимания на вот эти этапы, то есть это, наверное, как-то происходило естественно. И, ну, мы сразу поняли, что это наш ребенок, каким бы он ни был, это наш ребенок, мы его любим, и надо что-то делать. Ну, наверное, вот с момента, как мы узнали, как мы начали искать подтверждение, ну, может быть, прошло месяца 3-4, как мы вот непосредственно приступили к действиям, к активным действиям. Тут до вас был психолог, который говорил, что очень важно, когда родители между собой говорят. И тогда как бы и женщине легче, и мужчине легче принять это все. А вы говорите со своей супругой? Да, мы именно вот на эту тему часто говорим. Например, когда мы узнали, когда мы вот проходили все эти этапы, я сразу с ней поделился вот тем, что мне мой товарищ рассказал про свою дочь, что она уже ходит в обычную школу, ей там 6-7 лет, она ходит в обычную школу с обычными детьми. Может быть, она читает медленнее, но если ты не знаешь о диагнозе, ты не поймешь. То есть, как бы, ну, женщины, они как бы более чувствительные. Я пытался ее поддержать этим, хотя сам тоже был напуган. Но тут как бы, если двое боятся, телега не пойдет вперед. Поэтому вы тянули? Не то чтобы... Ну, старались. Старался, да. То есть я старался искать положительные примеры у людей, которые с этим столкнулись. Для того, чтобы поддержать и себя морально, и жену. Стыд. Вот иногда родители проходят через это чувство. У некоторых оно проходит со временем, да, когда вот тебе прям вот, ну, не то чтобы стыдно, да, что у тебя такой особенный ребенок, но некомфортно в обществе, да, и все равно вот это вот чувство, оно, наверное, скорее всего стыдно, да, что у меня такой ребенок, и он ведет себя несколько иначе. У вас было такое чувство? Нет, вообще чувства стыда не было.
Если честно, я вообще не понимаю, как можно стыдиться вообще своих детей. Особенно если у ребенка какая-то особенность. Я считаю, что стыдиться надо, когда твой ребенок там по-хамски себя ведет на улице или там бросает мусор, проявляет жестокость к животным. Вот этого надо стыдиться и исправлять. А здесь, чего стыдиться? Человек такой, какой он есть. Ты его должен принять, и в обществе ты просто объясняешь людям, что да, он такой. То есть, если вам некомфортно, не общайтесь с нами. А было такое? Приходилось объяснять? В садике, например, было, мы в один садик отдавали его, не справлялись воспитатели с ним, потому что, ребенок требует немного больше внимания. И в садике нам пришлось с этим столкнуться, да, и вначале, когда мы объяснили, они попробовали, нужно отдать им должное, они попробовали с ним дальше работать, но садик для обычных детей, и воспитателю сложно, если у него тем более нет опыта общения с особенными детьми, ему сложно дается это, и пришлось забрать ребенка. Сейчас ищем другой садик. А мама сейчас дома сидит, да? Мама дома сидит, да. То есть вы совместно принимали такое решение? Просто я сейчас, так как познакомилась уже с другими семьями, да, там, например, маме наоборот хотелось, да, чтобы она проводила с детьми время, но при этом она еще могла заниматься чем-то другим, например, работать. Но семья решила, что нет, она должна заниматься и сидеть с ними практически закрытая также, да. Они ходят, они развиваются, но они, тем не менее, мама изолирована от общества. У вас как? У нас в этом плане не традиционная восточная семья с патриархальным таким жестким режимом. У меня жена, она взрослый, независимый, свободный человек. Она, если захочет, она пойдет на работу. Но она с рождением первого ребенка приняла решение, что эти первые годы жизни детей она будет с ними. Благо, есть я, есть родители, которые нас там поддерживают, и у нас есть возможность, чтобы она занималась детьми. То есть это ее осознанный выбор. Она при этом занимается саморазвитием, у нее проходит онлайн-курсы. То есть такого нету давления ни с моей стороны. То есть вы не закрывали ее дома? Нет, абсолютно. Вы сказали, у вас есть старший ребенок, да? Да. Вы говорили с ним уже об особенности Даврона? Мы ему прямо не говорили об этом. Мы ему просто объясняем, что это твой младший братишка, он еще не понимает тех вещей, которые ты понимаешь, и ты должен своим примером показывать ему. Как все младшие дети, Даврон повторяет все за старшим. То есть мы ему говорим, будешь убирать игрушки за собой, он будет убирать. Не будешь, он не будет. Как все дети, они там из-за игрушек могут поругаться, подраться. То есть мы ему тоже объясняем, что он младше тебя, ты не должен проявлять силу к слабому. Ни к ребенку, ни к животному, ни к кому. Ты должен поддерживать братишку. Это не твоя обязанность. Если ты не хочешь с ним общаться, это твой выбор. Мы стараемся не перекладывать ответственность на него слишком большую. Абсолютно не перекладываем, но просто просим, говорим, нам нужна твоя помощь для того, чтобы воспитывать Даврончика. Он делает все, что делаешь ты. И как откликается старший? Очень он отзывчивый у нас парень, и он помогает нам. Очень помогает в этом плане. То есть они там, если Даврон не ест, мы сажаем старшего рядом с ним, он при нем начинает есть, Даврон тоже начинает есть. То есть он нас в этом поддерживает. Молодец. А животные есть? Вы очень так несколько раз сказали о том, что очень важно воспитывать любовь к животным у детей, поэтому я К сожалению, нет, у нас не такая большая квартира, чтобы иметь... мы хотели бы собаку, но в квартире тяжело держать. Сложно, да. Да, тем более мы изучаем этот вопрос, и я сколько смотрел, что
детям с особенностями нужны собаки-компаньоны, а это обычно большие, это лабрадоры, сенбернары, ее в квартире держать. Да, это на самом деле довольно сложно. Практически вот у нас есть, у бабушки есть кошка. То есть у них есть постоянный контакт у тоже. друзей, да, есть собаки там во дворе. Мы ходим, и ребенок очень животных он любит. Причем старший он боится животных, ну вот в частности собак. А младший он там видит питбуля, он бежит его обнимать. Вот у нас есть сосед, у него питбуль, ну он дрессировщик сам. Мы видим, что он вообще никак не реагирует, спокойная собака, и он подходит, его гладит. То есть страха нет у него. Это классно. Я все-таки хотела бы немножко говорить о том, что чувствует мужчина. Вот просто можете мне описать немного, что в такой момент, да, вот испытывает мужчина, когда он слышит, что ребенок другой, он особенный. Потому что женщину я могу понять, да, там я где-то когда-то принимаешь какие-то чувства, ты там поплакать можешь. У мужчины же по-другому все это, он и поплакать-то не может, даже если очень сильно хочет. Во-первых, для начала скажу, что я для себя изначально, вот перед тем, как заводить детей, я для себя изначально решил, что я не буду строить на них какие-то планы. Потому что обычно планы родителей на детей – это нереализованные мечты родителей. Да. Папа хотел быть боксером, и теперь сына гоняет на бокс, а он, может быть, танцором хочется. То есть для себя я это сразу решил. В частности, когда я узнал о Давроне, ну вот как я сказал раньше, что первая мысль – это искать… Во-первых, мне важно было узнать, насколько серьезно, потому что я видел детей-аутистов, которые абсолютно оторваны от мира. То есть вот он там сидит в углу, качается, и с ним вообще нет, очень сложно взаимодействовать. То есть только родные и близкие могут, да, взаимодействовать. И для меня, как для отца, было одна из первых мыслей – это кто позаботится о моем ребенке, если он такой, когда меня не станет. То есть эти дети, они всегда… Дети, потом, будучи взрослыми, они всегда требуют заботы. Для меня было важно понять, насколько сложная у нас ситуация. Нам поставили аутизм легкой формы, как нам сказали, функциональный. То есть он может стать полноценным членом общества при необходимых занятиях. Нужно с ним заниматься. То есть то, что на обычного ребенка там час требуется, ему требуется 3 часа. И нужно вот эти 3 часа в него вложить. То есть когда вот я узнал, что как бы у нас не такая тяжелая ситуация, все дальше уже нужно действовать. Вот у меня были как бы такие мысли. А по поводу чувств, я для себя как бы определил, это мой ребенок. Я буду его любить в любом случае, буду гордиться им в любом случае. И, ничто не повлияет. А какие сейчас у Даврона успехи уже есть? У него значительные успехи. Мы видим, он уже начал лепетать, вот как дети перед тем, как говорить начинают. У него есть уже несколько своих слов. Он четко говорит слово «дай». Мы там как по методике работы с карточками, он там четко свои просьбы выражает. Раньше этого не было. У него появился, как это говорят, eye contact, то есть контакт глазами. Раньше он что-то просил, но не смотрел на тебя. Сейчас он смотрит. То есть благодаря занятиям он смотрит на тебя, то есть есть конкретная просьба. Потом раньше он на игровых площадках был сам по себе. Сейчас он пытается с другими детьми найти общий язык. То есть он видит, там дети играются, он присоединяется к ним. То есть мы видим такой… Такой отличный прогресс, если вы занимаетесь совсем недавно, да, по сути. Просто мы занимаемся, мы к 2 логопедам ходим. Один там поведение корректирует, второй над речью работает.
Мы в Ироду ходим. Потом мы сами стараемся вот дома с ним заниматься. Сколько часов примерно вы занимаетесь в день? Сами мы или с логопедом? Ну, в целом. Ну, смотрите, логопед занимается, ну, в неделю это выходит где-то 3-4 часа, если не пропускает занятия, где-то вот так. Плюс Ирода, если не ошибаюсь, 2 раза в неделю, тоже по часу. Плюс сами дома вот у нас карточки всякие, там, показываем, смотрим. Также он на планшете смотрит, покажи курицу, как говорит кошка, вот он эти тоже развивающие игры использует. Плюс у нас, слава богу, есть старший сын. То есть он с ним тоже постоянно общается, они играются вместе, есть у него постоянное взаимодействие с ребенком. Что очень важно, да. Да, это очень важно. И старший тоже ему что-то говорит и постоянно говорит: ну-ка повтори, ну-ка повтори. То есть, ну вот так тихо-тихо получается, что вот практически ежедневные идут занятия. Даже не, если не прямые, то косвенные. Но в основном этим занимается мама. Вы написали, что она вас инструктирует все-таки, да, когда вы находитесь с детьми. Да, я вот прихожу с работы, она мне говорит: вот он сегодня сделал так-то, вот сегодня мы в Ироде узнали вот это, надо с ним вот так говорить, надо говорить с ним там от первого лица. То есть она мне рассказывает, что она узнала, и я уже потом тоже применяю. Ну, например, в выходные дни Даврон часто со мной, и у нас вообще нет проблем в общении с ним. То есть нет ни капризов, ничего. А что бы вы сказали папам, когда вот только они узнали, и они сейчас в полной растерянности? Или же они не приняли их? И он сейчас вот сидит и слушает, и он понимает, что он не принял сейчас еще ребенка своего. Потому что у него были грандиозные планы на него, а они не случились. И в какой-то миг все мечты рухнули. Ну, как бы кому-то что-то советовать я вообще не люблю. Но чисто за себя, да, вот как я уже сказал, во-первых, не надо строить планы на детей. У детей должна быть своя жизнь. Самое главное, чтобы ребенок был счастлив, чтобы он рос с пониманием, что его любят, и прививать ему какие-то общие морально-нравственные стандарты, да, там, что нельзя обижать слабых, нужно отвечать за свои слова и так далее. То есть стараться в детях развивать самостоятельность, неважно, это особенный ребенок или это обычный ребенок. А в плане для пап, которые узнали об этом, ну, это ваш ребенок. В первую очередь примите ребенка таким, какой он есть. Он у вас с особенностями, но он ваш. Вы его родили. Я вообще считаю, что родители, их первоочередная обязанность – это воспитание детей, позаботиться, забота о детях. Это не обязанность братьев, не обязанность бабушек. Мы дали жизнь, мы должны воспитать и заботиться. А откуда черпать моральные силы? Бывает же иногда, вот, например, супруга бывает так, что она срывается, устает. Откуда черпать вот эти? Ну, я думаю, что если вы занимаетесь с ребенком, и он справляется, значит, и вы должны справиться. То есть вы можете в первую очередь черпать силы у ребенка. Второе – это искать материалы, читать историю успеха таких детей. Положительное, да, искать? Положительное, да. То есть, как это говорится, быть готовым к худшему, но надеяться на лучшее. То есть худшее, оно, если случится, оно в любом случае случится. Но вы должны
я верю в законы Вселенной. То есть вы должны положительную эмоцию ты отправляешь в Вселенную, ты положительное получаешь. Если ты все время будешь ныть и жаловаться, то ничего хорошего не выйдет. Поэтому, если у жены бывают там срывы какие-то, ну, я забираю детей и просто даю ей время отдохнуть. Ну, в нашей семье как бы так повелось, что в эмоциональном плане, наверное, она сильнее, чем я. То есть больше срывы, депрессии бывают у меня, чем у нее. А как она вам помогает справляться? Ну, не то что, а как бы я ее своей депрессией не гружу. То есть я стараюсь справляться сам. Ну, опять же, в детях мне, например, достаточно там 15-20 минут с детьми пообщаться, чтобы понять, что, ну, чего ты грузишься? У тебя прекрасные дети, прекрасная жена, семья. Так что... Все вот, хорошо. Да, в своей семье. Умет, вы сказали, что первая мысль была, да, а как же ребенок будет потом, да, когда не будет родителей? Сейчас вообще не страшно вот от этой мысли? Страшно. То есть она как бы стимулирует нас не давать слабину в занятиях с ребенком. То есть когда не опускать руки, да. Когда, например, логопед там, ну, бывает, может неделю пропустить, там, заболеть. То есть, значит, надо эти дни самим заниматься с ребенком, ну, больше времени. То есть, если мы там, допустим, 15-20 минут сами можем в карточке поиграть, у ребенка потерялся интерес, он там чем-то другим, мы его отпускаем. У логопеда нет такого. То есть он час должен ребенок с ним сидеть. Значит, вот если логопед заболел, значит, мы должны вот час с ребенком конкретно позаниматься. То есть... Не давать, самое главное, себе слабинку, да? Да, то есть сейчас наша задача, моя задача моей жены сделать максимально, чтобы ребенок влился в общество. Не обязательно, чтобы он был таким каким-то активистом. Например, я сам интроверт, больше в себе, но он должен стать самостоятельным, он должен там, обеспечить себя. Если не позаботиться о ком-то, то о себе он должен позаботиться. И наша задача вот это в нем развивать. Спасибо большое, Умет. Ваш опыт вообще очень полезный и пример. И когда я говорила, что это вызов, на самом деле это вызов обществу, потому что папам разные бывают случаи, но вот так вот прийти и смело сказать, что я готов и все рассказать, и у меня все замечательно, это дорогого стоит. Подкаст создан в рамках проекта «Ранние годы. Время возможностей» при финансовой поддержке Института открытого общества Фонд содействия Таджикистана. Содержание подкаста может не отображать позицию Института открытое общество. Спасибо, Умет, большое. Спасибо вам, что пригласили. До свидания. До свидания.